Москва – столица Российской Федерации. Самый крупный в стране политический, промышленный, научный и культурный центр. Сейчас в Москве проживают около 12 миллионов человек. Туристы со всего мира приезжают в столицу полюбоваться на Спасскую башню, Новодевичий монастырь, ну и, конечно, на сам Кремль. Разные недруги посягались на великий город с надеждой завоевать и покорить Москву. Испокон веков русские воины бились насмерть, стараясь защитить Москву от врагов. Но самая большая битва была в 1941 году с войсками Третьего Рейха. Московская битва или битва за Москву вошла в историю как уникальное сражение, не имеющее равных в истории войн. В боях с обеих сторон участвовало 7 миллионов 170 тысяч человек. Потери огромные. 1 миллион 284 тысячи 600 человек с нашей стороны, 615 тысяч человек с немецкой. Ценой колоссального напряжения сил и мужества русских солдат Красная армия остановила армады Гитлера. Битва за Москву имеет, безусловно, неприходящее значение, потому что с этой битвой, с победой в этой битве началась фактически победа в Великой Отечественной войне. И здесь я хотел бы отметить идеологическое обоснование, идеологическая значимость Парада Победы на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда менее чем за 30 километров от фронта был проведен парад, и те войска, которые прошли через этот парад, прямым ходом шли на линию фронта. Парад продолжался где-то около часа, насколько я знаю, но он произвел эффект, идеологический эффект неописуемый. После успешного наступления и окружения русских войск Западного и резервного фронтов под Брянском и Вятьмой взятие Москвы для немцев казалось легкой прогулкой. Взять Москву Гитлер хотел уже до наступления холодов. Запись разговора Гитлера с командиром 2-й танковой группы Хайнцем Гудерианом. Гитлер, ваши войска способны на крупный прорыв при той боеспособности, которой они сейчас обладают? Гудериан: если цель будет понятна каждому солдату, то да. Гитлер: эта цель – Москва. Однако бравые немецкие войска не учли очень важную деталь. Был уже октябрь, и осенние дожди превратили дороги в жидкое месиво. Хваленые немецкие танки могли теперь двигаться только по шоссе. Пехота немного отстала, она еле тащилась по грязи раскисших проселков. Из письма немецкого рядового Харальда Хенри: ад разрастается, погода настолько плоха, что по этим дорогам нельзя двигаться дальше. У нас самих диарея и боли в желудке. Столько мерзости и боли, как в этой войне, не накопится за все оставшиеся годы, если только мне суждено выжить. В Москве шла мощная и плотная такая энергичная мобилизация всех москвичей. Оборонительные сооружения, рвы, несколько эшелонов, там все прочее. Вся Москва была поставлена под ружье по существу, понимаете? Вот чем занимались. Это, так сказать, первая часть битвы за Москву, которая длилась с 30 сентября, октябрь, ноябрь, до 5 декабря. 2 месяца и 6 дней. 2 месяца и 5 дней. В это время перед немецкими отрядами раскинулась еще одна оборонительная линия – знаменитая Можайская линия обороны. Ее защищали части советских войск, которые формировались для обороны Ленинграда. Однако защита столицы была более приоритетной задачей. Немецкие танки Можайскую оборону прорвать не смогли. Русские бойцы стояли насмерть. Ничего не оставалось, как ждать, пока подойдет пехота. С пехотой пришла зима.
Однако немцам это было не страшно. Немцы перегруппировались и теперь должны были ударить по Москве с северо-запада и с юго-запада. Второе наступление на столицу Советского Союза немцы начали 15 ноября. Гитлер бросил в наступление 51 дивизию. Море пехоты должны были поддерживать огнем 10 тысяч артиллерийских стволов и минометов. По замерзшим московским дорогам пошли вперед 1000 немецких танков. Вермахт нанес мощный удар южнее Волоколамска. Сдерживать атаку предстояло бойцам 16-й советской армии генерала Рокоссовского. Рвавшиеся к Москве танки надо было задержать любой ценой. Несмотря на потери и жесткое сопротивление советской армии, немцы упрямо шли вперед. Однако русские морозы все-таки сделали свое дело. В конце ноября резко похолодало. Солдатам фюрера пришло время узнать, что такое настоящая русская зима. Танковые моторы заводились с трудом. Орудийная смазка замерзала в стволах. Огромный автопарк вермахта превратился в кучу замерзшего бесполезного железа. Немецкая пехота лишилась мобильности. Из письма немецкого солдата Вильгельма Эльмана. На улице страшный холод. Мы носим в этот ужасный мороз пилотки, и все обмундирование у нас летнее. Я не знаю, что со мной будет завтра. Я уже потерял все надежды вернуться домой. Я думаю, что каждый немецкий солдат найдет себе здесь могилу. Русских победить невозможно. Перед началом второго этапа неожиданно для нашего противника вермахта сибирские дивизии, там не одна была дивизия, и не две, свежие и сибирские, понимаете, мощные, гвардейские. Русские войска защищались, отступая от рубежа к рубежу. Немецкие войска были предельно измотаны, и к стенам Москвы подошли уже не в такой численности, как планировали. В чем же просчет? Слишком сильные холода? Не та смазка? Просроченные консервы? Все это так. Но главный просчет в другом. В своих графиках немецкие генералы не учли такой фактор, как русский характер. Газета «Московский комсомолец» пишет о том, как 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова сдержали натиск полсотни танков. Они погибли все до одного, но врага не пропустили. Однако немцы усиливают натиск. Немецкая армия наносит в ноябре еще один удар. В этот момент советское командование напрягает все имеющиеся силы. На участке маршала Рокоссовского полностью гибнет вся 58-я танковая дивизия. После этого Рокоссовский бросает в бой еще 2 кавалерийских дивизии на окопавшегося противника. Люди понимали значимость этого сражения. Люди готовы были жертвовать своими жизнями ради того, чтобы отстоять столицу. Они понимали, что столица – это все-таки сердце страны, это имидж, можно, если современными словами говорить, да. То есть, с другой стороны, это значимость. Если столица падет, уже и другой мир, люди, страны, которые колебались, кого поддержать. Мы знаем, во время войны каждый исходит из своих интересов. Да и в мирное время так, но и во время войны это проявляется быстрее, просто там события развиваются быстрее. Вот страны и народы, которые колебались, на чью сторону перейти, для них очень было важно увидеть готовность советского государства сохранить свою столицу. 22 ноября 1941 года. Немцы в 60 километрах от Москвы. Ситуация остается критической. В войска поступает приказ Жукова. Краткий и тревожный. Ни шагу назад. Позади Москва. В то время к Сталину приходит записка. Один листок с приложенной к нему картой. Маршал Жуков просит разрешения на контрнаступление. Сталин ставит резолюцию. Согласен. Свежие силы есть. Это 750 тысяч хорошо вооруженных, тепло одетых солдат и офицеров, которых перебросили с Дальнего Востока. 6 декабря 1941 года. Русские войска перешли в наступление. Буквально за считанные дни усилиями 1-й, 16-й и 10-й армий немцев удалось откинуть далеко назад. Фашисты бежали
бросали технику. Общее состояние немецких войск было небоеспособное. Из письма командира 2-й танковой группы Хайнца Гудериана. Несмотря на то, что на пряжке каждого немецкого солдата выбито «С нами Бог», Бог от Великой Германии отвернулся. Это недооценка исторического фактора. Если мы так будем говорить, грубо так говоря, на России, в данном случае на советском государстве, очень многие державы, грубо будет сказано, обламывали свои зубы на России. Исторически так сложилось, что Россию захватить фактически невозможно. В первые дни декабря врага отбрасывают от Каширы и Тулы. В руках немцев все еще Клин, Солнечногорск. Но у русских уже совсем другое настроение. Они идут на запад. Новый 1942 год. Москвичи встречают почти как в мирные времена. На 100 площадках устраиваются елки для детей с концертами, подарками, встречами с красноармейцами. Правда, жители столицы редко могут позволить себе расслабиться. Многие из них на оружейном заводе работают в 2 смены. Все для фронта. Все для победы. Впереди еще 3,5 года войны, но после контрнаступления советской армии под Москвой многим в мире становится ясно: непобедимую немецкую армию можно победить. И Красной армии это под силу. А ныне войска Российской Федерации, обладая еще большей военной мощью, являются гарантом спокойствия во всем мире. Примером этому могут служить российско-абхазские отношения. Дом Москвы в Сухуми является одним из мест для укрепления дружбы двух государств. Несмотря на всю свою военную мощь, Россия никогда не желала завоевать мир, а просто стремилась к миру. Ведь сильный не тот, кто постоянно воюет, а тот, кто не дает быть в войне. Давайте и мы будем помнить об этом.